Ежегодно 14 июня проводится празднование Всемирного дня донора крови, компонентов, да? Так и у нас в Кыргызстане и во всем мире. Безопасная кровь нужна повсеместно. Понимаете, она жизненно необходима как и для лечения, так и для экстренной медицинской помощи. Поэтому доступ к безопасной крови формируется только от добровольных безвозмездных доноров. После того, как доноры приходят, да, на основании удостоверяющей личности проходит регистрацию. И после регистрации они заполняют анкету до кроводачи. Здесь проводится первичная апробация донорской крови. Это определение группы крови и резус-фактора. Здесь доноры проходят медицинский осмотр для того, чтобы получить допуск к кроводаче. Я вот хотела бы сказать, во время коронавирусной инфекции, во время пандемии, да, резко сократилось количество доноров. Почему? Потому что вы знаете, как ввели комендантский час, блокпосты, и наши доноры не могли приехать. А жизнь-то продолжается. Здесь доноры получают питание, да, до кроводачи вот так пьют чай. И после кроводачи тоже пьют чай. Здесь процедура сдачи крови. Все гемоконные мешки и медицинский инструментарий одноразовые. То есть мы гарантируем 100% гарантии безопасности доноров. Работаем аккуратно, открываем. Не надо так быстро, вот открываем, вот. Открываем. Понятно? Нет. Все. Жарим. Все. Молодец. Не бойся, что ты прям. Первый раз, что ли? Да. Молодец. Вот первичный донор, да? Вот здесь у нас хранится концентрат тромбоцитов. Здесь у нас хранятся все отрицательные, да, крови компании. Это эритроциты отрицательные, там у нас положительные. Здесь мы имеем запас плазмы. Постоянно иметь в запасе отрицательные группы, да? Особенно первые отрицательные группы крови. Здесь вот положительные группы крови. Я еще раз призываю всех граждан, да, особенно в условиях пандемии, прийти, сдавать и активно участвовать в донорстве. Да. И в этом году по случаю празднования Всемирного дня донора эта тема «Безопасная кровь спасает жизни». Да. Я сдаю почти каждый раз, когда выдается возможность, потому что у меня, если я не сдаю кровь, начинаются головные боли. И когда я чувствую, что голова начинает болеть, я прихожу и сдаю кровь, и чувствую себя после этого очень хорошо. Какой раз вы сдали? Ну, не знаю, я уже сдаю, по-моему, 5-й год. Я советую всем сдавать кровь, потому что это, во-первых, ты спасаешь чью-то жизнь, во-вторых, это для тебя, для обновления твоего организма. А если кровь обновляется, ты чувствуешь себя хорошо, уверенный в завтрашнем дне. И здоровье, прежде всего здоровье это.